Фанаты Санты-Барбары, Черный дельфин, минимализм. Команды с такими креативными названиями проверили на себе актуальные у аудитории образы. У команд нет определенных критериев по численности и составу участников. Главное требование – это мыслить с юмором и получать реакцию зала в искреннем смехе. Подготовленные номера не просто развлекают, но и несут информативный характер. Находчивые часто пишут свои сатиры про проблемы и новшества современного мира. Коронавирус, рэп новой школы, тверк и тикток. Наша команда рассчитывает чтобы подарить атмосферу публике, занять максимально высокий балл, желаем неплохого первое место. КВН – это всегда свежий материал и меткие шутки. Тем он жив и здравствует. Сложное сценическое действие, а без него никак, требует от игроков помимо удачного юмора еще и вокального и актерского мастерства. Каждый участник пытался раскрыть свой потенциал по максимуму. Человек не должен стесняться себя и стесняться поведения на публике, быть таким более жизнерадостным, и чтобы он не стеснялся себя и свое проявление своего юмора. Большую поддержку команды получают от своих болельщиков. Они сегодня вели себя активнее самих участников. Плакаты с надписью команд реяли над залом в сопровождении речевок и аплодисментов. Фанаты Санта-Барбары – это команда моей школы. Я желаю им победы, успеха сейчас. Здесь все как на эфире Первого канала. Жюри, оценки, 3 конкурса, разминка, приветствие, биатлон. Организаторы, Совет молодежи при финансовой поддержке мэрии Магаса подарили участникам возможности для новых знакомств и оценки силы юмора. Для того, чтобы популяризировать развитие КВН, это первое. Вторая часть – это благотворительность. То есть все деньги, собранные с продажи билетов, идут на благотворительность. По итогам лучшие получат кубок, а также сертификаты с денежным вознаграждением. За первое место 12 тысяч рублей, за второе и третье 10 и 8 тысяч рублей. Идрис Ижиев, Адам Гулоев, Майырбек Миржоев, Новости 24.